Останавливает инспектор водителя. Водитель не должен выходить из машины. И это его право оставаться в машине. Он должен приоткрыть окно, предоставить по требованию инспектора документы. Инспектор, остановивший машину, он имеет право остановить только одну машину. В одно и то же время несколько машин останавливать и проверять документы он не имеет права. Инспектор обязан подойти, представиться, назвать фамилию, начало звания, фамилию и назвать причину, за что он остановил водителя. Водитель обязан, по первому требованию инспектора, это согласно правил дорожного движения, предъявить ему документы. И если со стороны инспектора идет какое-то превышение полномочий или необоснованные какие-то претензии, то сотрудник, то есть водитель, имеет право потребовать у него служебное удостоверение, если он где-то сомневается или не согласен с претензиями, должен потребовать служебное удостоверение, записать его данные, номер значка, и если не согласен с принятым решением, или имеется у него веские основания, что он беспричинно просто так остановил и придирается, то обратиться к его руководству этого сотрудника ДПС и оспорить, так сказать, действия этого инспектора. Зачастую инспектора останавливают и заставляют водителя выйти и пройти к другому инспектору, который в патрульной машине. Это очень часто. Это тоже он не имеет права делать. Мы об этом на инструктажах доводим. Но пока что есть такие моменты, когда нарушается это наше требование и нормы приказа соответствующего. Потом иногда они выводят водителя и сажают в свою служебную машину, составляют протокол. Этого тоже категорически нельзя делать. Водитель должен оставаться в своей машине. И к нему, тоже к водителю, инспектор не имеет права подсаживаться, садиться. У нас очень много апеллируют, даже ссылку делают многие водители, ссылаются на соответствующий приказ. Это 42-й приказ от 2011 года. Он размещен и на нашем сайте есть, и на сайте МВД можно найти. Многие водители делают ссылку на этот приказ. Но этот приказ, он не имеет секретного характера, конечно, доступ все получили. Но этот приказ, он для сотрудников дорожно-патрульной службы, но не для водителей. Для водителей основной документ – это правила дорожного движения.